Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на сентябрь 2020 года для рыб. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Карта месяца. Птицы. Начало месяца. Середина. Окончание месяца. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы, здоровье и итог месяца. Итак, у нас выпадает карта птицы, а это значит, будет много хлопот, много разговоров, переговоров, коммуникации, может быть, какие-то встречи, переговоры, может быть, общественные какие-то связи нужны будут. Если, допустим, ваша работа связана с общением с другими людьми, то его будет здесь прямо избыточное количество. Кроме того, эта карта еще и свиданий, и дружбы, любых абсолютно контактов, советов, рекомендаций, да, в общем, информация, которой мы обмениваемся друг с другом, она становится важной в этом месяце для рыб. А также, если вы пытались, допустим, что-то продать или купить, вот очень удачная вот эта карта для того, чтобы какие-то коммерческие сделки совершать. Особенно если вы хотели купить что-то дешевле. Очень хорошая карта для этого. Вот, но продать, здесь наоборот, если вы хотите что-то продать, то получится, что нужно снизить цену для того, чтобы удачно прошла сделка или вообще для того, чтобы она осуществилась. Что еще важно? Здесь, скорее всего, важно концентрироваться на каких-то делах, на своих, да, и будет это сделать трудно. Будет желание постоянно отвлекаться, будет желание расслабляться и так далее. То есть как бы можем тратить свою энергию не на то, на что нужно, да, вот может быть и такое. Теперь первая часть месяца, карта дерева выпадает. Очень хорошие перспективы на месяц. Здесь мы отдыхаем, набираемся силы. Это карта такого здоровья, это карта, знаете, того, что происходит, знаете, как в невидимом мире, скажем так, да. Ну, допустим, если у кого-то болезнь, внутри прямо зреет выздоровление, и через какое-то время, вот, допустим, у нас середина месяца, уже, может быть, выздоровление, да, вот, уже появится какой-то результат. Если это не здоровье касается, если, допустим, кто-то ищет работу, да, то здесь вроде бы результата еще нет на внешнем плане, да, но внутри уже происходит работа. То есть это такая внутренняя работа, когда у нас желаемое вызревает как-то внутри, прежде чем появится какой-то результат. А также карта говорит о том, что хорошее время позаботиться о себе, позаботиться о своем здоровье, об отдыхе, может быть, учиться, развиваться как-то, даже если пока не видно результатов, да, все равно это пойдет впрок. Еще, если, допустим, вы в этот период времени пытаетесь что-то такое быстро завершить, да, допустим, сделку какую-то, что-то продать, купить, вот здесь такое ощущение, что будут как бы заморожено вот это время, да, то есть вы не можете пока что здесь быстро осуществить то, что хотите, этому просто времени пришло еще. Что еще важно по этой карте? Здесь вы можете, знаете, понять себя, понять свои какие-то способности. То есть время для внутренней работы, время для того, чтобы разбираться с какими-то страхами, с проблемами, налаживать здоровье. В общем, такой вот как бы внутренний больше будет, как внутренняя работа. Середина месяца выпадает карта змея. Могут быть излечения, исцеления, если вы болели. Если, допустим, не могли никак решить вопрос какой-то очень важный, не могли что-то продать, купить, да, как раз вот в середине месяца вы можете этот вопрос решить, и здесь будет очень хорошо работать интуиция, любой ваш опыт, умение как-то подстраиваться под ситуацию, умение действовать в нужный момент, здесь все сработает. Также могут быть и трудности, могут быть разочарования, может быть ревность, да.
Вот карта говорит о том, что нужно быть внимательными к окружающим, да, потому что здесь может быть какой-то обман еще. И вообще вот именно середина месяца для рыб какая-то непредсказуемая, какая-то ситуация вас удивит, или какой-то человек проявит себя совершенно не так, как вы ожидали. Давайте посмотрим, хорошо это будет или плохо. Но это будет просто кармическая ситуация, скорее всего, связанная с недвижимостью, с домом, либо с решением каких-то государственных дел. Я имею в виду с решением каких-то вопросов, связанных с какими-то законами, может быть, с судами, с заключением каких-то договоров важных, где участвуют люди, которые большую ответственность имеют. Или, может быть, здесь подписание каких-то сделок. В общем, что-то такое очень важное здесь будет, то, что поменяет вашу жизнь, поменяет вашу судьбу. Это будет, может быть, даже как шоковое какое-то состояние у вас в этот момент. Вы совершенно не ожидаете того, что будет происходить. Далее у нас в конце месяца Сад выпадает. Карта говорит о том, что вы будете очень довольны тем, что вот успели сделать за первые 2 части месяца. Здесь уже можно расслабиться, здесь можно заняться собой, красотой, наслаждаться жизнью, отдыхать. И карта говорит о том, что у вас есть много возможностей, которые еще для вас только откроются. Здесь можно знакомиться, здесь можно раскрывать какие-то свои важные творческие качества, да, учиться, поступать, может быть. В общем, карта, которая говорит о том, что будет очень комфортно, хорошо покупать что-то, украшать что-то. В общем, карта такого комфорта. Это раз. А во-вторых, может быть какой-то праздник, какая-то вечеринка, может быть юбилей какой-то, вот связанный, может быть, и с семьей. Давайте посмотрим дополнительную карту. Да, скорее всего, с семьей связанный юбилей, праздник какой-то. Что еще важно? Большое количество людей. Вот здесь как-то центральным станет вот это вот общение, это событие. Давайте посмотрим теперь отношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает карта Клевер. Это удача. Опять же, совершенно не ждем человека, совершенно не ждем встречи. И вот она как бы сама собой реализуется. Для тех, у кого пара есть, карта сердца выпадает, но тут полная идиллия. Здесь, знаете, вот бывает у нас чувства, которые, может быть, слишком много страсти имеют, да, а здесь у вас любовь какая-то такая спокойная, взаимопонимание, может быть, единство взглядов. В общем, знаете, такая теплая, спокойная обстановка у вас в паре, в семье. Давайте я посмотрю дополнительную карту, что у нас тут еще может быть. Да, может быть, вы здесь будете решать какие-то вопросы, связанные с недвижимостью. Может быть, будете решать какие-то вопросы, связанные с работой, да, и вам нужно будет поддерживать друг друга. Но в любом случае у вас какое-то такое настроение, что вы в таком комфортном состоянии находитесь, обо всем договариваетесь, если ссоритесь, то миритесь тут же. А для тех, кто в ссоре, это карта медведя, да, здесь вот как-то агрессивно он очень себя ведет. Скорее всего, в этом месяце сложно будет помириться, или может быть слишком много обид, или трудно понять партнера. В общем, как-то очень сложно. Вроде бы есть желание помириться, начинаете общаться, и опять может все к ссоре приводить. Как-то сложно довольно-таки здесь. Может быть, время просто пройдет, и вы успокоитесь, и будет легче. Очень часто ревность по этой карте идет. Так, теперь посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, выпадают мыши. Да, работу вы можете найти, но она будет, скорее всего, сложная, трудная, в большом коллективе или будет зависеть от других людей. И вы будете, скорее всего, очень уставать. Не совсем уж она вам будет нравиться, но все-таки, если вам нужно, допустим, срочно заработок, да, просто какое-то хоть трудоустройство нужно, вы можете этим воспользоваться, потом уже найдете что-то лучшее. Для тех, у кого есть уже работа, карта лисы.
А здесь вы можете достичь какой-то цели очень важной, проект какой-то завершить, или, может быть, даже и повышение в должности для кого-то, рядом солнце. Или завершается какой-то очень трудный период, тяжелый проект, или просто время такое для работы сложное, да, начинается прояснение, у вас какие-то результаты появляются, можно себя проявить. Очень хорошее время для того, чтобы вот на какой-то новый уровень выйти, или может как-то показать себя с другой стороны, чтобы вас заметили. А для тех, кто своим делом занимается, карта Солнца выпадает. Конечно же, здесь успех. Здесь все ваши планы реализуются, сделки могут быть, может быть и отдых, в принципе, может быть, допустим, вы половину месяца работаете, половину отдыхаете, или, может быть, вообще у вас целый месяц отпуска здесь, да, потому что Солнце тоже очень часто отпуск показывает. Кроме того, здесь вообще карта счастья, да, вот насколько можно быть счастливым, делая свою работу, вот настолько вы будете счастливы. То есть, видимо, у вас действительно такой очень удачный месяц будет для работы. Ну и, конечно же, улучшается все в вашем деле, да. Может быть, растет ваша известность, может быть, какая-то ожидаемая победа, да, вот, может быть, долго готовили какую-то сделку или еще что-то в этом роде, да, и вот прямо у вас здесь все получается в сентябре. Давайте финансы посмотрим. Для тех, кто на зарплате, ну, здесь вот раз в месяц зарплата, да, как бы дополнительного ничего здесь нет. А для тех, кто своим делом зарабатывает, еще одна карта Солнца. То есть, скорее всего, вот ваш успех, он тут напрямую связан с деньгами, да, и вы тут как раз реализуете какой-то важный проект. Так, как раз получаете, может быть, крупную сумму денег. Ну, в любом случае, вот какие были у вас финансовые планы, вы их тут можете осуществить. Теперь для здоровья выпадают тучи. Карта говорит о том, что может быть здоровье переменчивое, да, может быть, то хорошо будете себя чувствовать, то будет сложно как-то справляться. Больше всего, то, знаете, эмоционально как-то тяжело. Как бы, не тело страдает, да, а вот перегрузка эмоциями. И хочется, знаете, побыть в тишине, хочется как-то отстраниться от чего-то. Также карта говорит о том, что и быстро здесь все заканчивается. То есть будет в течение месяца, может быть, один раз, два раза, да, но быстро обычно вот эта карта, она очень быстро реализуется, да, и потом уже все будет хорошо. В общем, нужно просто обращать внимание на свои мысли, не поддаваться каким-то негативным мыслям, стараться как можно быстрее сбрасывать эмоции, может быть, через движение, да, и тогда ваше здоровье будет в порядке. Кстати, может быть, из-за конфликтов здесь какая-то сложная ситуация, и это может вот на здоровье отпечаток свой накладывать. И в конце месяца выпадает карта мужчины. А здесь человек, умудренный опытом, да, то, что будет происходить в сентябре у рыб, это очень важная, как бы, важная составляющая вашей судьбы, скажем так, да, это опыт будет, который вы запомните надолго. Решите какие-то важные вопросы с бумагами, с судами, с документами, с разрешениями. Может быть, тут действительно решаются какие-то вопросы, связанные с родителями, со старшими членами семьи. Здесь могут быть и какие-то дарственные, или, может быть, с наследством вопросы решаете. В общем, здесь очень много опыта, да, вы за этот месяц получите, который вам в дальнейшем пригодится. Друзья, желаю всем замечательного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!